Памятный вечер, посвященный памяти сожженных в 1943 году гитлеровцами деревень Крыма, начался с молитвы. Ежегодно такие мероприятия проходят в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия в конце декабря. Их основоположником и организатором в свое время выступил общественный деятель Камиль Аметов. Вклад, конечно, этого человека очень большой, можно сказать, бесценный вклад, потому что во всех памятных мероприятиях он всегда принимал активное участие. Будь это мероприятия, посвященные дважды Герою Советского Союза Амитхану Султану, или другие памятные мероприятия, посвященные юбилейным каким-то датам истории нашей страны. Мероприятие прошло в узком кругу. Присутствовали сотрудники музея, а также родные очевидцев страшных событий. Камиль Аметов каждый год принимал участие в мероприятии. В этом году активиста не стало. Но дело его живет. Книга Камиля Аметова «Сожженные села Крыма» вышла в этом году. Одна из глав посвящена событиям, происходившим в селе Улусала, ныне Синапное. Первое упоминание о нем содержится в османских налоговых ведомостях 1652 года. Осенью 1941 года деревня была оккупирована гитлеровцами. 22 декабря 1943 сожжена. Венера Ахтемова детально записывала воспоминания своего отца Шукри Ахтемова. Вернувшись после ссылки в Крым, он мечтал о возрождении родного села. Его целью было также увековечить память односельчан, погибших во время оккупации. Пришли фашисты и, собрав всех оставшихся жителей в одном доме, сжигали все село. Было очень тяжело дышать. Когда они спустились, сколько крови было, не передать словами. Молодое поколение бережно хранит все то, что завещали предки. Память о соотечественниках, погибших в сожженных фашистами селах, будет жить вечно в памяти народной. Эльвина Баталова, Саид Влеляев, телеканал Миллет.